Смотрите, как получается. Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, чтобы тот отключил и убрал ретрансляторы. Да? Ну, Лукашенко, обосравшись, их быстренько отключил, но не убрал. После этого полетел на Валдай на ковер к Путину. Вовка, видно, ему там нормально дал тренделей, поэтому до сих пор непонятно, о чем они разговаривали, что они там делали и как там имели Лукашенко. И Лукашенко после этого поехал в Китай, полетел там плакаться. Заодно заскочил на выпускной сыночки-корзиночки Коленьки, который неожиданно стал лучшим учеником. И получил аж 2 диплома. Вот такой вот ученик года, точнее, сын гада. Ну так вот, а в это время в Беларуси один из ретрансляторов включили, пока этот в длительной командировке, именно в это время, когда у Беларуси там вся эта гуща событий происходит, да, совсем не состал. У него, конечно, это все было запланировано, 100%. Вот, он же человек, который никогда не урод. И, ретранслятор включили. Зеленский, он же не Путин, а Лукашенко, он свои слова держит. Вот. И уже с украинской стороны пошла информация, что ответка будет. И я уверена, что ответка будет. Уже где-то я читала, что вроде как дроном камикадзе уже бомбанули по этому включенному ретранслятору, но это не точно. Вот. Я уверена, что в любом случае бомбанут. Так вот, к чему это я? Вот как у этой вот усатого чудовища, да, вот у этого гауляйтера получается вечно так вот выкручиваться, да? Когда началась война, он вообще спал, когда Вовка с нашей территории, случайно, идя в Россию, завернул в Украину. Вот, говорит, что я спал. И сейчас, понимаете, вот эта чепушила усатая свалила, а виноваты будут кто? Скажем, мужики. Вы что? Я же прошение у Зеленского попросил. Мы помирились. Мир, дружба, жвачка. Мы самые миролюбивые соседи. Вы берете этот ретранслятор, включаете. Все, трындец вам. А я ни при чем. Меня вообще в это время в стране не было. И что там творилось в этой Беларуси, я вообще не знаю. Я важные дела решал. Понимаете? Вот как получается у этого человека вечно выходить сухим из воды, а?